Гражданский правозащитный проект «За права человека», который я сейчас представляю, продолжает следить за процессом над лидерами ингушского протеста. Мы вам представим видео, которое снял наш корреспондент. И мы, не только мы, за этим следит и Московская хельсинская группа, и другие правозащитники. Мы собираемся, кстати, посетить этот процесс там, через пару недель. Лидеры нескольких правозащитных организаций. Вот какие новые обстоятельства выявлены были на этой неделе? На этой неделе был допрос свидетелей обвинения. Сами свидетели обвинения говорили о том, что они не хотят быть свидетелями обвинения. И, значит, это неправильно, что их так называют. Они всячески благоприятно очень и положительно высказывались о подсудимых, с большим уважением они говорили. Более того, они сказали, что на них, как свидетели обвинения, оказывало давление, следствие оказывало давление. Их буквально, значит, выкрали утром из домов, значит, заставили уехать из домов. Их заставили быть секретными свидетелями обвинения. Возили их куда-то, там не разрешили пользоваться услугами адвокатов, чтобы можно было посоветоваться по каким-то вопросам. И привезли, и вот заставили их рассказывать о том, что они знают об этом протесте. Это все нелепо выглядит, это нужно сказать. И, конечно, адвокаты будут оспаривать и считать недопустимыми все показания, которые дали эти свидетели обвинения. Но, с другой стороны, я с огромным уважением к ним отношусь, что все-таки на них было оказано давление, их заставляли говорить вещи, которые должны были быть помогать обвинению, а они отказались это делать. И лишний раз я восхищаюсь горцами, скажем так. Вот. И второе обстоятельство тоже было интересным. В процессе, так как идет сейчас стадия обвинения, изучение документов в стадии обвинения, вот зачитывались документы, которые подготовило следствие, обвинительные документы, и они были переведены с ингушского языка на русский. Потому что показания там были телефонные разговоры, прослушка телефонных разговоров, естественно, что говорили на ингушском языке, и были представлены переводы в письменном виде. Так вот, там, как бы, так сказать, подписаны все эти переводы были сотрудником Центре. И, очевидно, уж даже такое одно, вот сам по себе этот факт позволяет считать их недопустимыми, все эти документы, и опять-таки оспаривать в судах, в апелляционных судах. Об этом адвокаты говорили, значит, и как бы недоумевали и даже смеялись. Как можно доверять переводу, значит, человека, который заведомо заинтересован в обвинении? Очевидно совершенно, что это абсолютно небрежное отношение к судопроизводству и конкретному судьи, который ведет этот процесс. Смотрите видео, наслаждайтесь. На станции Гарант. Что там делаешь? Ходовую полностью меняешь. Все, ремонтируешь машину? Да, ты где? Я сейчас дороги хотел узнать. Вот там наш лидер оппозиции там. Все хорошо. Мы туда поедем, когда зайдешь туда, скажешь мне, там они или нет. Мы подъехали. Я пока еще далеко. Хорошо, Хасан, давай. Уважаемый суд, аналогичная ситуация. Перевел старшего первополномоченника ОВД центра МВД России Курского Маныш. Прошу обратить внимание, он не является ни переводчиком, ни специалистом. Если эти диски записи, мы можем здесь прослушать, мы можем пригласить туда квалифицированного переводчика, сомнения в его квалификации и знании языка как ингушского, так и русского, чтобы ни у кого, ни у каких сторон не вызывало, эти записи прослушать и одновременно их перевести, если такие моменты есть. Но читать, вот я извиняюсь, вот это вот непонятные переводы, это опять же мы растягиваем все сроки рассмотрения данного уголовного дела, в отличие от прокурора, наши подзащитные сидят под арестом, я считаю, это нужно непосредственно слушать диск. Зачем нам эти непонятные переводы? Мы возражаем по поводу таких вот переводов, прослушивания непонятно кем, сотрудниками ЦП, которые, в принципе, и фабриковали это уголовное дело в отношении наших подзащитных. Никаких данных нету, насколько они знают язык и почему такие вот личности осуществляли этот перевод.
пришел домой, неизвестно. И по улицам машины, здесь ездят, движение здесь. Что за движение, что они хотят делать, что они ищут? В Майском же ничего нету, мы их оставили. Я снимаю эту ответственность. Вчера на этих условиях эти ребята ушли с перекрестка. Ахмед, клянусь, Беали, скажи этому парламенту. Эти два законопроекта, я об этом законопроекте говорил на митинге. Что никакого доказательственного значения с учетом предъявленного обвинения нашим подзащитным эти материалы никакого отношения не имеют, и они абсолютно незначимы. Мы, конечно, здесь одно только решение, на которое мы рассчитываем и которое мы считаем абсолютно законным будет и объективным по этому делу вынести, это, конечно же, оправдательный приговор по всем этим пунктам предъявленного обвинения. Другого решения просто оно недопустимо. Если будет иное, это приговор всем нам. Я извиняюсь, но по сути в чем их обвиняют? Их обвиняют в том, что эти люди мирно вышли на протестную акцию, они всего лишь реализовывали свои конституционные права. И сегодня реализация конституционных прав, получается, это преступление экстремистской направленности, это преступное сообщество, это экстремистское сообщество. Какая организация насилия, вообще они о чем говорят? Это надо делать, потому что есть сегодня у нас представитель прессы, она готова. Вы хотите дополнительно? Пресса очень хочет попасть. Я хочу каждый день об этом говорить. Сегодня допрос потерпевших. Ежедневное нарушение. Решаться. Они засекречены. В ходе судебного заседания вчера был в первой половине дня допрошен потерпевший, чьи паспортные данные засекречены. Ну и вчера, и сегодня свидетели, под протокол судебного заседания заявили, что по существу рассматриваемого уголовного дела им неизвестно, они не являлись свидетелями, очевидцами тех фактов, когда якобы подсудимыми организовывалось какое-то экстремистское сообщество, и свидетелями, очевидцами того, что подсудимые наши организовали применение насилия в отношении представителей власти. Во второй половине дня исследовались доказательства по делу. Это были стенограммы телефонных переговоров подсудимых. В основном все эти стенограммы, в них указана дата и время, и что эти все переговоры проходили в основном на ингушском языке, а где-то отмечается, что на ингушском и на русском языке. В заключительной части по этим ПТПшкам указано, что перевод произвел оперуполномоченный, фамилию я называть не буду. Да, то есть нет сведений о том, что перевод сделан по аудиозаписи, сделан экспертом, владеющим специальными знаниями, в данном случае знанием ингушского языка. Этих сведений не содержится в материале дела, во всяком случае, по тем исследовательным материалам. Это является недопустимым доказательством. И как судья реагировал, когда адвокаты указывали? Адвокаты заострили внимание суда на данном факте. Суд принял во внимание это и сказал, что оценку этому будет дана в совещательной комнате при вынесении итогового. Сегодня состоялось очередное судебное заседание, в ходе которого были допрошены ряд свидетелей стороны обвинения. И в очередной раз мы услышали о том, что эти люди ни к чему противоправному в ходе данных митингов не призывали, что отношение людей к нашим подсудимым только положительное. Смены власти насильственной никакой призыва никаких не было в этом плане тоже. Люди, как всегда, свидетели обвинения, которые приходят, дают показания, себя таковыми, в принципе, не считают свидетелем обвинения. Они даже возмущаются по этому поводу. Защита также уверена в том, что вины тех предъявляемых преступления, в совершении которого обвиняются наши подзащитные, нет никакой. Ни со стороны относимости, допустимости доказательств на сегодняшний день, по крайней мере, пока в ходе судебного следствия стороной обвинения не представлено и судебными следственными органами не было добыто.
В сегодняшнем судебном заседании были допрошены 2 свидетеля со стороны обвинения, и они сообщили в суде очень интересные обстоятельства их вызова, так называемого вызова на допрос. На вопрос защиты, каким образом они вызывались, они сообщили, что в 5 утра к ним ворвались сотрудники силовых структур в масках, сообщили, что кроме тяжелой артиллерии была техника, военная техника, «Газели». В 5 утра их вывезли в Нальчик, по пути в Нальчик потом все-таки развернулись и прибыли в Магаз, и в Магазе они были допрошены с 5 утра, скажем так, до 8 вечера они находились в здании. То есть сообщили, что они не могли покинуть ни машину самостоятельно, в которой их везли, так как их охраняли силовики в масках. Сообщили в судебном заседании, что у них не было возможности покинуть и помещение. Сообщили также о том, что им не были разъяснены их права, предусмотренные статьей 56 Уголовно-процессуального кодекса, о том, что они имеют право на адвоката. Ну и, соответственно, защитой были высказаны возражения в адрес суда о том, что такого рода допросы и такого рода протоколы не могут являться допустимым доказательством в судебном заседании. Ходатайство, конечно, не было заявлено, просто на это было обращено внимание суда. Ну, в последующем, конечно, защита будет заявлять такое ходатайство, это будет ближе к прениям сторон. Вот такой любопытный момент был сегодня в судебном заседании. Во второй половине судебного заседания сегодня планируется допрос 3 росгвардейцев, засекреченных потерпевших. Ну, я думаю, будет интересно, как обычно. Третий год пошел. Но почему людей мучают? Например, почему нельзя было тот же самый процесс провести в Ингушетии, что у нас нет там судов, нет куда заключенных остановить, да? А расскажите, как в Ингушетии относятся вот к лидерам ингушского протеста, то есть что о них думают? Переживают, молятся за них, поддерживают их, конечно. Ну, сами поймите, вот люди сидят абсолютно невиновны ни в чем. Они не просили не нарушить, то есть наоборот просили соблюдать законность, соблюдать права людей. Был порядок. Взяли, засочили, и непонятно, чем все это кончится еще. Угу. Вот смотрите, вот Зарифу Суетиеву ее отпустили на домашний арест, а потом снова посадили. То есть как вот к этому? Это безобразие. Вот в моем понимании это беспредел. Как можно было отпустить человека? То есть, если он виноват, почему не отпустили, во-первых, да, если такой экстремист, а потом взять, после этого взять за 2 дня быстро и опять закрыть. Это оскорбление, унижение не то что девушки, целого народа. Он очень сильно переживает по этому поводу тоже. Считаете, правильно сделали, что вот старейшины и другие осужденные голодать начали? Ну, понимаете, они-то, я их понимаю, они безысходности. Понимаете, вот этот беспредел, он дает свой результат в безысходности. Конечно, сам голод у нас и по вере не разрешается, потому что взрослые люди, они же это и на здоровье как-то откликнутся. За них очень переживали, и муфтия за них попросил, и Совет Тейпов у нас серьезная организация, да, общественная. Все попросили, просто боясь за их здоровье, чтобы не подорвать здоровье, чтобы там осталось. Вот. Чисто из этого, конечно, неправильно. То есть сам процесс, это, конечно, из бесходности они пошли на этот шаг. Планируете еще приезжать, да? То есть, я так понимаю... Да нет, понимаете, приезжать, конечно, далеко, ехать 2 часа только дорог, больше 2 часов занимает. 4 часа ехать. Да, ну а там что, посты останавливают, сами понимаете, да, что такое. А посты кто останавливает, что хотят? Ну сейчас в последнее время еще не ставили, у нас был период, по 40 минут нас держали, помните, ехали? Принципиально знали. посту. И вы знаете, я вот что заметил, они знали, куда мы ехали. То есть они вас специально тормозили, потому что вы такой сюда период, ехали, да? по 40 минут на каждом посту проверяли, обыскивали, значит, записывали, обвиняли в том, что какое-то там оружие могут быть, кто-то стрелял якобы. Конечно, это было, конечно, намеренное, да? Ну, сейчас в последнее время-то ничего, так вроде бы перестали.